В Азовском медресе исламских наук прошли мероприятия, приуроченные к Мевлид-Кандиле, дню рождения пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Аллаха. Открыло мероприятие красивое чтение Корана. В рамках мероприятия между учащимися женского отделения медресе прошел конкурс. Две команды Кальби Селим и Кальби Муниб соревновались на лучшее исполнение иляхи, а также чтение стихов и монологов, посвященных пророку Мухаммеду. К Мевлиду ученицы медресе готовились больше месяца. Как рассказала заведующая женским отделением медресе и организатор мероприятия Алиме Абдульмиинова, были и свои сложности, но девушки справились с поставленной задачей. Трудности они всегда бывают, в принципе. Почему? Потому что у них и учеба в одно и то же время, и уроки, и плюс еще и подготовка, но они справились. И в будущем хотелось бы еще больше делать таких мероприятий, которые бы показывали любовь к нему, какие-то моменты из его жизни, как он поступал с людьми, как он прожил свою жизнь, будучи и пророком, и человеком в одно и то же время. На протяжении Мевлида его участники говорили о том, что ислам – это религия любви и уважения, в которой нет места злости, ревности, ненависти и эгоизму. Это система веры, основанная на искренности и милосердии. Было сначала сложно, мы не знали, как, чему и что вообще делать. Со временем у нас начали получаться куплеты, потом и сама песня. Исполнение оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватели основ ислама Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополя. По словам преподавателя исламских наук Мерьем Бекировой, учащиеся продемонстрировали высокий уровень знаний и умение исполнять религиозные песнопения. Коран и Джан yaptılar. Bu normal. Ne için degende birinci kere böyle bir program. Hem de jüriler chatten geldiler, hocalar. Bekim o yüzden tekrar heyecanlandı ama Kenya'da maşallah pek güzel iştirak ettiler. İki tane gruppa da pek güzel hazırlandılar maşallah. Hem de yırlaganda hem de aytkanda emosiya olarak her şey mevcuttu. Sağ olsunlar. По окончанию мероприятия участницы получили призы и подарки. Стоит отметить, что праздник посетили учащиеся курсов основ ислама и чтения Корана из Симферополя. Каждой гостье был вручен цветок. Это роза, которая считается самым любимым цветком пророка. Он называл ее образцом красоты. Украсило празднование Мевлида выступление самой маленькой участницы, исполнившей песню, посвященную пророку Мухаммеду. Отметим, что название праздника Мевлид-Кандиле происходит от двух слов. Мевлид, что означает время рождения, и Кандиль – свеча. Традиция отмечать данный праздник получила широкое распространение в эпоху султана Селима II, который приказал зажигать на минаретах свечи, оповещающие население о наступлении праздника. Зира Эмирсуин, Дилявер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь.